Если мне нравится фильм, я начинаю его скринить. Привет, я Привет. Мария, и здесь я делюсь вещами, которые меня вдохновляют на какие-то новые фотосессии или новые идеи для съемок. И поговорим мы о фильме, который называется «Поймать монстра» или «Полевой кролик» в оригинале. И играет там потрясающий Ванс Микельсон, Сигарни Уивер и другие классные актеры. Совершенно потрясающая девочка, актриса ребенок, которая потрясающе отыгрывает все молчаливые сцены. Там довольно мало диалогов, и все, которые есть, мне безумно понравились своей наигранностью. Но мы здесь про визуал, и визуал меня безумно вдохновил, во-первых, эстетикой в стиле модерн. Создатель этого сериала Брайан Фуллер отличился сериалом «Ганнибал. Американские боги». Собственно, оттуда к нам пришел прекрасный Мадс Миккельсон, и это всегда потрясающая, красивая, интересная, яркая картинка. И в этом фильме картинка тоже проработана, детализирована просто идеально. Причем проработана как на постпродакшене, так и на предпродакшене. То есть это декорации, это костюмы, это макияж, вся. И интересная история. Во-первых, сама история это как будто Леон, снятый создателями Джона Уика и Уэса Андерсона. Потому что, история, да, про девочку и киллера. Не буду раскрывать, спойлерить. Если захотите посмотреть фильм, там и сюжет как бы классный, помимо картинки. Очень часто почему Уэс Андерсон? Очень часто симметричная композиция. Почему создатель Джона Уика? Потому что как будто бы вселенная киллеров и такие интересные боевые сцены. При этом ты постоянно пытаешься понять, это метафора, этот, полевой кролик, у девочки или он существует на самом деле. В общем, смотрите, интересно. А еще интересный момент, мне очень понравилось, постоянно за главным героем все время присутствует круг, такой нимб. Причем, костюмами подчеркнуто, что там за Сигурни Уивер тоже присутствует периодически нимб, но потом все сильно меняется. Не знаю, закладывал ли это святость, и какую-то иконографию Брайан Фуллер, или это просто такое прикольное решение по свету. В целом, еще очень классная работа с цветом, цветовые контрасты, да, место силы девочки, место квартира мужчины, коридор, лестница, переходное место, лестница со змеями, и вот эта вот перспектива. И еще заметила, что плохиши в основном поднимаются по лестнице или какими-то другими способами. Хорошие персонажи, почти все, в основном поднимаются по лифтам. В любом случае, ссылку на папку со скриншотами, которые я сделала для себя для вдохновения, я оставлю в своем ТГ-канале. Подписывайтесь, если нравится, пишите в комментариях, чтобы я продолжала. У меня есть еще интересные старые фильмы, которые я тоже давным-давно наскриншотила, когда-то делилась в сторис. Вот, и сейчас имеет смысл, наверное, поделиться в рилсах.